Эх, ежики, ежики, есть иголки, ножики, а за эти ножики срок дают большой. Андрюха, ты тут-то? И я тут-то! А как мужик выглядит? Алкаш, смешливый такой. Ежик. По жизни. Ёкарный бабай. Ба, да это же знакомые мне лица. Вот Какие люди в Голливуде, сплошные звезды, а не люди. Андрюха, ты тута, и я тута. Кстати. Ежики, ежики, эх, иголки, ножики, а за эти ножики срок дают большой. Не поверишь, я сегодня стрим начал, как ты думаешь, с какой песни? С моей, что ли? Да. Ну, красава, чё. Я сегодня тоже ее презентую, вот так вот люди попадаются, нет. Мне понравилось, молодец, Моша спел. Ну, Молодец. смотри, фишка в чем, что вот я, когда ее бывало попадал там на Оксану Витальевну, да, на старушку стрим, на этого мистера Проньку нашего попадал, я же краем глаза чат читал, вот. Фишка в чем там, рифма кривая, не рифма не кривая, блядь, человек это написал под обстрелами, блядь, да, вы бы на его месте... Не матюкайся, я понимаю твое негодование, я понимаю. Да. Знаешь, я таких людей называю, блин, вы можете там комментировать все, что хотите, а покажите сами, что вы умеете. Да вы бы на его месте штаны бы обосрали бы там, я Ну, не согласен, знаю, да, понимаешь? Понимаешь, вот эти не хейтеры, даже не знаю, как их назвать, это не хейтеры, это просто идиоты. Вот мне нравится, знаешь, что по этому поводу высказывания этого Чиш группа есть такая, там Сергей Чиграков. Знаю, конечно знаю. Его спросили, слушай, а как ты относишься к критикам? Он говорит, ну знаешь, даже говорит, честно говоря, жалко их. Ведь общеизвестный факт, что, как правило, художественные критики – это несостоявшиеся художники, музыкальные критики – это несостоявшиеся музыканты. Они сами ни хера не могут, говорит, и поэтому они вот критикуют других. Другое дело, говорит, когда вот наши же музыканты нас, говорит, ну, критикуют, говорят, вот здесь классно, здесь лажа, давай что-нибудь вот здесь поменяй, будет супер. Вот это, говорит, нормально. Это Они тебе предлагают улучшение, они просто гавкают, знаешь, вот Да, собака лает, караван идет. Да. Вот у меня есть один знакомый музыкант, Ромка Золотов. Но он как бы в Ютубе особо не светится. У него там одна песня вышла, «Катим, к девочкам катим». Ну, классно так качает песня. Они типа на чайке, короче, катят к девочкам куда-то там. Вот. Ну, ближе к шансону. Рэпчик приближенный к шансону. Что-то у него там получилось. Подожди, как катим? Катим, песня «Катим». Рома Золотов «Катим». Там на заставке чайка должна быть машина. Посмотрим, я такое люблю. Вот, и он такой пацанчик ровный, он, знаешь, нормальный пацанчик такой вот этот, и на стримах, вот, и тут он песню про маму написал, а у меня уже 2 года мамы нету, да, меня как бы эта тема зацепила. Соболезную. И вот, у него переходы, знаешь, такие там, вот гитарные, допустим, я ему говорю, ну вот прямо в Телеграме сегодня ему отправил, Ромыч, говорю, вот не этот аккорд, а вот переходящий, сделай вот этот, типа он будет переходить, да, и на повторении ты повторяешь не так, а вот так. То есть я беру и наглядно показываю, а не просто там написать, все говно полное, да, то есть, а возьми, покажи, как, ну, да, как подскажи, как покажи, посоветуй, да. И он мне пишет, я ему пишу, Ромыч, слушай, блин, ну я ни в коем случае не докапываюсь, пишу ему, говорю, просто говорю, ты поешь, у тебя реально по интонации вот эти аккорды подойдут. Видишь, больше. даже вот любой художник, он видит картину так, как он ее видит. Понимаешь? И кто-то воспринимает, да, критику, тут скажет, блин, серьезно глянь, вот так лучше намного, да? И даже если откажутся от твоего совета, как бы, ну и что такого плохого? Вот, по поводу, кстати, критики художников, есть охрененная вот наша советская басня, может быть, видел, как слон картину нарисовал, и там, короче, приходит там крокодил, там, говорит, надо на крокодиле Нил, короче, нарисовать, там другой приходит, надо
Ага. В итоге он, короче, их послушался, блядь, ну, все это дело на картине изобразил, и там, ну, каша просто получилась. Мгм. Они пришли, говорят, что это за хрень вообще в итоге. Ссылку на парня можно. Виталий Спирин у тебя канал называется. Да, Виталий Спирин. Да, мне ссылку не надо, просто Виталий Спирин набиваете. Виталий Спирин, набейте в Ютубе. Ребят, скиньте ссылочку. Там, кто у нас там это может. Меня как бы особо набивать не надо. Я есть, то есть есть я и есть еще Виталий Спирин, путешественник. Ну, я думаю, разобраться там можно. Вот знаешь, по я... поводу критики, да, вот это. У меня есть ролики с бильярда, да, там, ну там, катаем, но отдыхаем. И пишет там одно такое. Я потом встретил это тело, кстати, в рулетке. Я его не могу никак по-другому назвать. И он пишет. Плохо, правда, что черный шарик часто падает. Ну, ребятам весело, но и то хорошо. Я ему пишу, это русский бильярд, называется свой. Это не пул, это не американка. Понимаешь, вот. Потом у меня был ролик, я с бани ехал, остановились перед знаком, остановка запрещена. Пишет, молодец, нарвался на штраф. Я ему пишу, зона действия знака, учи ПДД. Вот, а бы вот что-нибудь, знаешь, вот, а бы вот укусить, вот плюнуть в бочку с медом, знаешь, вот, в колодец плюнуть. Вот смотри, Андрюха, я все-таки, да, с тобой уже, ну, несколько месяцев, можно сказать, мы дружим, да, каналами, да, и смотри, если я в бильярде ни хера не шарю, но у тебя выходит ролик, да, я просто молча тупо лайк ставлю, блин, и пошел дальше, даже, ну, там, посмотрю для приличия, там, как там, чух-чух-чух, вы там гоняете. Не, ну у всех свои увлечения, тут не буду даже спорить, знаешь. Вот, да, то есть, ну я там не шарю. Я максимум по бильярду могу по пьяни там к знакомому приехать на мансарду, подняться, там шары погонять, но так, чисто по Ну, приколу. видишь, Я у всех свои увлечения, тут не буду спорить. абсолютный дилетант, да. Наталья, Но спасибо за вот, ссылку, да. Вот, если нечего сказать, Наталья, если нечего сказать, блядь, ну поставь там молча лайк, хочешь дизлайк поставь. Да вообще ничего, да ничего не делай просто, ну зачем гадить-то? Блядь, ну не умничай, ты же, блядь, ну ты тупой, как, блядь, валенок, нахер ты Ну, вот есть лезешь, такое, есть что-то такое. писать, блядь. Это вот как у Оксаны Витальевны вот по поводу вот этой песни, что ты сегодня включал. Я попался в рулетке, также ее исполнял. И потом, позже, когда мы с ней переключились, я зашел в чат, а там, короче, один написывает, причем через каждое слово ошибка, блин, через каждую букву даже, точнее. Я ему пишу, слушай, я к критике как бы нормально отношусь, нормально ее воспринимаю, да, ну ты, блядь, хотя бы по-русски научись писать, блин, для начала, да. Питбуль, так была песня в начале стрима, ну не знаю, если Виталий сейчас захочем другую исполнить свою, то я только за. Да, ну давайте, если чатик просит. Ну, Вот да. у меня есть такая песня, она написана, вернее, стих написан моим другом, лучшим в Питере живет. Это событие 2014 года, посвящается этим событиям, но каждый в этой песне должен услышать в меру своей испорченности смысл этой песни. Музыка моя, как обычно. Вы в рай попасть хотели без труда. Путевку демон выписал искусно. Он обещал вам горы серебра. Не напрягаться, не работать там не нужно. И вы поверили всем россказням его. Пошли за ним вы сами, так и было. Теперь, что ваше было, стало вдруг его. А вас своя же жадность погубила. Теперь каким-то ладаном особым из вас придется эту грязь изгнать. Вы с демоном глупейшим договором с душой своею разорвали связь.
чай бесплатный предлагает. Как правило, заводит все время не туда. И вот тебя уже не привлекают ни горы золота, ни горы серебра. Ну, я думаю, Классно. Андрей, ты понял, про кого эта песня. Ну, я понял вообще, классно, классно. Виталь, такой вопрос что-то в голове возник. Вот музыка это твое хобби или твоя вот основная профессия? Ну, ты же мою профессию знаешь основную. Основной, да, памятники делаю. И камни, работаю по камню, этим зарабатываю. Музыка это... Я просто для ребят, Сейчас, чтобы ребята услышали просто. ребят, в данный момент это хобби, вот, но было когда-то, когда я служил в армии, это было мое профессиональное. Я служил по контракту в Ребята военном прожимают оркестре. тебе это. Лайкосы. Лопают тут, Ребятики, лопают. взаимника. Лопают. Нравится, В нравится. общем, когда я служил в военном оркестре по контракту, это уже была моя профессия. А. Вот. У меня даже в военнике стоит музыкант военных оркестров в пограничных войсках. Как гордо, да, звучит? Музыкант военных оркестров в пограничных Так войсках. 28 мая у тебя праздник, да? Да, да. То есть я всегда Слышишь, праздную. а есть праздник День военного музыканта? Слушай, нету. Вот я что-то... Нету, потому А слышь, может мы просто не знаем? Да не, нету, реально. У нас петлицы есть у музыкантов, они вот М. у нас Я еще, знаю. смотри, у Я нас знаю. да, Я знаю. этот, лира. Да. Вот, но прикол в том, что у нас на повседневке стоят 2 калаша перекрещенных у погранцов Да. на повседневке, а на парадной у нас именно вот эти вот стоят. И причем парадная фуражка у нас, неважно, ты рядовой или офицер, она идет офицерская, короче говоря. М. Ну нет, ну только не отваливайся. Тик-тик-тик-тик-тик. Блин, улетел. А, не, вот все, перезашел. Здесь соединение нормально. всё Да, идёт. что-то лагануло. Я почему знаю, у меня у друга сын служил в оркестре в Кремлевском. И на контракт оставался Ромка. Блин, Но он играет, слышь, он играет на всем, на чем есть черно-белые клавиши. Вот на всем. ну понятно. Не, ну я играю вообще, в принципе, на всем, что гремит, свистит. Там, сейчас, подожди, секунду. Вот это вот мой наборчик инструментов. Сейчас покажу, как что дудит, свистит, пиликает. Давай, прикольно, не знаю. Мне, не Ну, знаю. это сувенирная, да, больше тема. Вот. Это у нас идет, получается, такая гавайская гитара, но я ее перестроил под полуклассический. Вот, ну это был фрагмент «Сектор газа». Слушай, больше похоже, как это, у этих акринов вот это. Не знаю, как называются. Я как бы не слышал. А, потому говорю, что, ну, больше похоже, как у акринов, знаешь, вот это. Прям такая тоже, трехструнная. вот альтовая, допустим, флейта, да? Мгм. Вот обычная флейта. Ну, блок флейта, я имею в виду. Обычная она немножко по-другому звукоизвлечение. Я думаю, все узнали. Ну, да? угадывается, да. Слышь, Виталий, а это, на варгане можешь? Или ты за ним полез? А, нет, это губная гармошка. Подожди, это губная гармошка, а варган... Я знаю, ты якут. Ну, родом, да. Блин, у меня варган есть, но я не знаю, куда у меня сынок его. Ну ладно. Не, ну умеешь. Не, умеешь. Умею, конечно. Ты что, у меня даже 2 песни Цоя я использую в аранжировке органа. Это вот тональность, где вот он настрой, да. Это Камчатка, и это, сейчас скажу, песня
Транквилизатор. Вот эти две песни Цоя я как раз использую. А так, да, вот. Они у тебя есть? Ну вот, в общем... У тебя есть они на канале, эти песни? Нет, я же... Да ну смотри, у меня- ё-моё, блин, я уже думал, сейчас найду, поставлю. блин. Не, это я на стримах. Сейчас вот я буду стримить зимой, делать нехер будет, я буду стримить. Запиши и вот там- именно вот эти пару роликов, закинь. я же могу тебе специально в ВК закинуть, там, хочешь по приколу можешь включать. У меня же как бы тоже по своему сценарию, графику как бы идет. Ну, понимаю, все понимаю. дела вот эти. Молодец. Валера Вот, пишет, то- человек-оркестр. Ну, а почему бы и... А у меня, кстати, было такое погоняло. Причем в армии, когда я реально Кстати, служил в оркестре... подожди, я- забуду. Екатерина пишет, праздник, День военно-оркестровой службы вооруженных сил Российской Федерации отмечается ежегодно 14 января. Запомни. Ёпты, блин, Честно, нихера, это не нахуй. матюкайся. Подожди, это что у нас, подожди, 14 января, это же у нас, подожди, какой-то церковный, да, по-моему, еще праздник, нет? Да, я не. Подожди, ну 7... 14, подожди, это Старый Новый год же. Ну да, прикинь. Вот. Да. Может, Старый Новый год, это баян, там, аккордеон. Все, короче, Старый Новый год обязательно хреначу на всех инструментах. Ну, у меня там синтезатор стоит, я не знаю. Да я верю. Да. Ну ничего себе, у тебя тут кабинетик такой классный. Вот там нотки, видишь, это у меня для заметок, то есть я то, что пишу музыку, да, если что-нибудь в голову быстро прилетело, я чук-чук-чук на нотный стан сразу. Ну, я думаю, так все делают композиторы, кроме вот таких великих, как Вивальди, да, например. Моцарт. Вот я не перегибай. Бах, тем похер, они сразу садятся ту-ду-ду-ду-ду-ду через, блядь... Было, только было им так вот Мне- пофиг. У них через 5 минут там уже, ну, грубо говоря, утрирую, конечно, нет, они работали много, они работали сутками. Это я говорю, 5 минут для них это, ну, грубо говоря, неделя, но у них уже появлялась готовая партитура для, скажем, оркестра, да. Но они, опять же, чтобы это сделать, они работали 24/7 практически почти, то есть они не спали, да, вот эти вот все гении, да, как их называют, это маньяки вот на самом деле, вот эти по творчеству. То есть что такое гений? Это же 1% таланта и 99% Труда. конского труда на самом деле, да. Согласен. То есть это я прикололся, ну, ты, Андрей, думаешь... Да я понял, понимаю, я знаю, что такое работать на памятнике, что не работал, 5 лет отдал. Не, я сейчас за Моцартов, вот за этих... Да, Тим. Наталья Сапрюса. Ладно, Витась, побегу дальше. Не будешь против, все ролик выставлю? Думаю, народу будет интересно, конечно, я думаю. Конечно. Ладно, дружище, обнял. Всех благ, здоровья, всего самого наилучшего. Взаимно братан. всегда. Рад был встрече. Если что,